Ветераны Великой Отечественной войны, благодарна память человеческая им, отстоявшим мир в 45-м во имя светлого будущего других поколений. В поселке Октябрьский уже не осталось живых ветеранов, но осталась память. Это люди, которые прошли суровую закалку в боях и в любой жизненной ситуации оставались до конца преданными своему долгу перед Родиной. Именно о таком человеке мне хочется рассказать. Это Василий Иванович Зеленков. 15-летним подростком застала война Васю Зеленкова. С первых дней войны он мечтал попасть на фронт. Его призвали в армию в ноябре 1943 года. На гражданке Василий работал трактористом. Этот опыт работы ему очень пригодился, так как после мобилизации он был направлен в город Тюмень, где прошел курсы младших командиров и получил воинскую специальность механика-водителя танка Т-34. После учебы Василия Ивановича направили в 66-й артиллерийский полк в звании старшины. Молодой юноша участвовал в освобождении города Любляны, в 7 километров от которого находился лагерь смерти Майданок. Через Майданок прошло 150 тысяч узников, умершлено около 80 тысяч, из них евреев 60. Василий Иванович не любит говорить о войне. Война – это страшно. Лагерь смерти был освобожден войсками советской армии. По воспоминаниям Василия Ивановича, на освобожденных нельзя было смотреть без слез. Они были до того худые, что можно было пересчитать их косточки. Пленные с радостью встречали советских солдат. Тот, кто не мог идти, полз. Все плакали от счастья. В памяти у Василия Ивановича остался один эпизод. Солдаты нашли склад с одеждой, которую снимали с узников перед тем, как их сжигать. Среди вещей взрослых лежали детские вещи. Фашизм чудовищен. Василий Иванович служил в танковых войсках Первого Украинского фронта, участвовал в освобождении Польши и штурмовал Берлин. В ожесточенных боях при взятии Берлина возле Бранденбургских ворот Василий чуть не попрощался с жизнью. Во время интенсивного стрелкового обстрела он закрыл с собой своего командира, получил тяжелейшее ранение в спину. После госпиталя Василий Иванович служил в звании старшего сержанта в частях советской армии, базирующихся в Польше. Теперь уже он делился своим опытом и знаниями с молодыми солдатами. В семейном архиве Зеленковых бережно хранят похвальный лист от командира войсковой части, в которой служил Василий Иванович, и энциклопедию «Танки», которую подарил Василию Ивановичу гвардии генерал-майор Вайнруп за хорошую организацию технической подготовки, эксплуатацию, обслуживание и ремонт боевых машин. Вайнруп – это советский военачальник в годы Великой Отечественной войны, командующим бронетанковыми и механизированными войсками. Есть еще одна фотография в семейном архиве Зеленкова. На ней Василий Иванович и сослуживцы у здания Дома-музея Кутузову. 28 апреля 1813 года здесь скончался Михаил Илларионович Кутузов. По приказу царя Александра I тело Кутузова было забальзамировано и доставлено в Санкт-Петербург, а оставшиеся после бальзамирования внутренние органы захоронены в 3 километрах от Бунцлау. Отвоевавшие город военнослужащие советской армии положили к подножию монумента Кутузова плиту с текстом: «Великому патриоту земли русской, фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову». Рядом с могилой Кутузова захоронены останки 141 советского воина, погибших в боях за освобождение Силезии от фашистов, в том числе 42 героя Советского Союза. У входа на территорию кладбища установлены фигуры российских солдат, гренадера 1813 года и советского бойца 1945 года. В этом месте встретились 2 поколения героев. Родина высоко оценила заслуги Василия Ивановича Зеленкова. В числе наград орден Отечественной войны 2-й степени, медали за боевые заслуги, за отвагу,
за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Ему предлагали остаться и продолжить карьеру военнослужащего, но он решил вернуться домой. Высокий, красивый, молодой герой пользовался интересом у девушек, женился на Екатерине Михайловне. Всю жизнь ветеран с полной отдачей сил трудился в Козыревском рудоуправлении машинистом экскаватора. Вместе с супругой воспитали 3 детей, 6 внуков и 10 правнуков. Самый большой вклад ветерана в дело мира – его честный, добросовестный труд. Василий Иванович награжден медалью «Шахтерская слава».